И снова здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Мы находимся на реке Мокша, в районе населенного пункта Пурдышки. Сегодня 1 октября, время без 20:10. Приехал уже поздно, сидел дома, думаю, ехать, не ехать, и все-таки решил поехать. Погода отличная, на улице тепло. Думаю, что можно даже было половить головля, но я сегодня зарядился на щуку. И планирую преимущественно рыбачить сегодня на 3 воблера. Фирму Понтон 21, Грэди Газ. Косадака вот какой-то тут, как он называется, Маскот 110F. Это реплика на Орбит 110. Эти 2 воблера новых, рыбу еще не видали. И один у меня вот нашелся в коробочке, бывалый воблер. Squad Minnow какой-то, 95. Он уже бывалый, это гроза щуки на Илевском пруду. Весь уже покоцанный такой. Ну, преимущественно будем бросать вот эти 3 воблера. Заряжен на щуку. Не знаю, клюнет, не клюнет. Будем пробовать. А что из этого получится, смотрите в этом видео. Сейчас смажем катушку. Купил какой-то вот спрей силиконовый. Написано, что будет шнур скользить, там легче пролетать, дальность заброса увеличится. Не знаю, ни разу в жизни не пробовал. Цена там 150 рублей. Купил, попробуем. Сплавляться будем потихонечку, вставать на якорь, вон до тех проводов опять. Покидаем тут немножко. Ну и есть пару перспективных мест. Попробуем все-таки поймать головля, может быть. Спиннинг, конечно, туговат для таких вещей, как ловить головля, но попробуем. Ну, начинаем. Так, ну и первый заброс. Попробуем. Однажды я здесь рыбачил уже в этом месте и ловил головля. И был сход хорошей щуки именно вот в этом месте. Но это было, наверное, месяц назад. Да, перехлёст случился. Накутался, думал, будет холодно, но на улице 14 градусов. И в теплом костюме жарковато.
Так, ну еще разок попробуем и будем перемещаться. Поднимемся вот повыше, до поворота реки, и оттуда уже начнем сплавляться потихонечку вниз и облавливать. Так, ну вот с этого места и начнем потом потихонечку спускаться вниз. Какая-то заводь тут, наверное, он туда уходит. Солнышко вышло. Да, самая тема для головля, конечно. Но кто бы мог подумать, думал, был что-то нарисован дождик в интернете. Но пока погода солнечная. Поклевок нет. Ну как нет? Была одна поклевка головлиной. Поставил я воблер на головля. И одну поклевочку увидел, но почему-то он его не схватил. И больше поклевок нет. Сейчас вот попробуем здесь обловить вот это место. И будем спускаться вниз. Трава есть, рыбы нет. Ну, ребята, если долго мучиться, что-нибудь получится. Ух, кидал здесь. Поклевок не было. Поставил Грэди Гатс. И на второй проводке все-таки соблазнился. Опа! Небольшой щурочек. Ух! Жадно съел. Опа. Тихо, 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 сейчас отпущу. Тихо, тихо. Ну чё, сам себя тут повредил.
Так, блин, хорошо не в лодку загнал, блин. Крючок я сейчас. Так, ну что. Вот и щучка. Клюнула. Так, на ней пиявка. Что-то она какая-то неактивная, что ли, да? Ну, вот такой вот щурок. Давайте взвесим его. Как бы не знаю, что-нибудь клюнет у нас сегодня или не клюнет. — 675 грамм. Ну-ка, иди сюда. Все, отпускаем. Ну, спасибо за поклевку. Все, убежала. Отлично. Дикие утки летят. Домашние гуси плавают. А мы продолжаем рыбалку, ребята. Да нет, вот встал, сейчас вниз вот буду спускаться. Ну да, на 700 грамм где-то там около этого. Значит, какое дело произошло, ребята? Делал проводку и уже воблер подвел к лодке, и смотрю, окунь идет за воблером. И здесь возле лодки его подергал туда-сюда. Окунь за ним бегал и все-таки схватил. Не устоял, короче. Жадность фрай разгубила. Вот, ну, мы его отпустим. Давай, беги. Интересно очень получилось. Возле лодки здесь поиграл воблером, и он его все-таки схватил. Ну ладно, что, продолжаем дальше. Солнышко вышло опять. Периодически есть всплески. Я думаю, что это голавль. Ну, попробуем. Там пониже есть перспективные места. Попробуем половить головля. Так, ребята, произошла еще одна поклевка. Вот от этих коряжек клюнул щукарик. Как бы не вывалиться из лодки. Сейчас мы его... Открывай рот. Рот закрыл. Давайте мы его руками возьмем. Вот так вот. О. Так, ну что, этот уже крупнее, да? Зевник я в этом сезоне где-то потерял на рыбалке. Поэтому зевника нету. Ну, сейчас будем как-то это дело снимать все. Так, ну это уже покрупней. Немножко. Опа. Да что-то, тихо. Щука хватает очень жадно. Поймал вот вторую, и обе съели воблер на полную катушку, как говорится. Не хватает мне длины карцанга, чтобы достать дальний тройник.
Да, ужасное дело. Так, ребята, отключусь, освобожу щуку и снова включусь. Вон тут что получилось. Пробил ей щеку, черт подери. Так, освободил щуку. Вот здесь вот бьет окунь. Но хочу ее взвесить как бы. Сейчас взвесим и отпустим. Так, что-то у нас пошло не так сейчас. Так, по нулям вроде. Что-то заглючили весы. Ну ладно, что, взвесить не получается. Вот такой вот шурок клюнул. Еще один с раненым хвостом. Ну чё, давай. Стоит в пол воды. Тут. Ну-ка мы его сейчас. Ну и все, убежал. Отлично. Что, продолжаем рыбалку дальше, ребята. Так, дела обстоят следующим образом. Сейчас вот с этого места была очень хорошая поклевка головля на воблер вот такой вот симпатичный Strike Pro. Вот, в виде жука. Но спиннинг не отработал. Спиннинг жесткий. И рыба сошла, блин. Поменял воблер. Сейчас скажу, спрут он называется. Опять была поклевка в начале проводки головля. И возле лодки уже сел окунь. То бишь голавль активен. Попробуем еще, конечно, сейчас покидать. За сегодня уже 3 поклевки головля я увидел, как бы. Ну, будем сейчас пробовать. Сейчас сделаем вот еще одну проводочку. Маленько не точно. Прямо... Ага, есть, ребята. Вот, о чем я вам и говорил. Сейчас, не знаю, спиннинг отработает, нет. Вот о чем я вам говорил. Было 2 поклевки хороших. И не удалось мне их реализовать, но вот эта поклевочка уже реализована. И отличный голавль клюнул. Супер просто, блин. Я изначально, когда приехал по погоде, понял, что голавль будет клевать, будет активен. Но, к сожалению, у меня снасти сегодня были заряжены на щуку. Щуку мы поймали. Но, конечно, голавль ни с чем не сравнить. Поклевку головля. Это просто супер, ребята. Сейчас попробуем еще покидать. Там впереди еще много перспективных мест головлиных. Блин, сломался крючок. Ну ладно, это расходный материал. Воблер спрут. В этом месте уже выстреливал по езю на кило 200. И ловил я в этом месте головля, вон от тех кустов, на 700 с лишним грамм. Ну этого мы сейчас тоже давайте взвесим с вами. Вроде весы наладил я тут.
Сейчас посмотрим, сколько весит этот голавлик. 820 грамм. Неплохая рыба. Ух, супер, красотища. Отпускаем. Вот, спасибо тебе за поклевку. Отлично, супер просто. Ну чё, будем пробовать дальше. Так, ну и еще раз попробуем сделать заброс. Но заброс не удался. Водок еще помялся. Ну, сейчас посмотрим. Ага, есть, ребят, есть. Есть. Но в этот раз не крупный. В этот раз не крупный. В этот раз не крупный, но с этого же места, пожалуйста, клюнул. Сломался тройничок, конечно, обидно, досадно. Поменяем. Я думаю, за зиму там. Так, отлично. Маленький, но все равно спасибо. Отлично. Да, нужно было ехать, конечно, за головлем, но я почему-то думал, что он уже не клюет. А он клюет. А он клюет. Так, не добросил опять. Да. Так, еще разочек. Был какой-то контакт, но непонятно с чем. Сместились чуть-чуть пониже на несколько метров. Сейчас попробуем здесь вот обловить еще. А голавлики сидели вот под этими веточками. Вода мутная после дождей. Очень много листвы. Не получается делать точные забросы этим спиннингом. Шнур толстый. Спиннинг. Легкие приманки тяжело бросать. Не добрасываю. Так, произошла поклевочка, ребята. Сейчас посмотрим, кто у нас там клюнул. Ага, не крупный голавлик. Все-таки он здесь сидит. Все-таки он здесь сидит.
Все, убежал. Так. Ну, пробуем дальше. Ветер усилился немного, но за крутым берегом, за этим меня не сильно это волнует как-то. Время час уже. Я думаю, часиков до 3, до 4 порыбачу и поеду домой. Ага, вот есть там поклевочки. Кто-то теребонькал на падении. Ну, наверное, такой же маленький голавлик. Ну, спиннинг жесткий. Конечно. Сейчас попробуем еще разочек туда швырнуть. Не совсем добросил. Попробуем сейчас он там еще щучку половить. Этот берег уже вроде пошел такой щучьим местам, а здесь вот, наверное, голавлик держится. Ну, попробуем сейчас. И там, и там. Ловись, рыбка большая, маленькая. Плавают маленькие голавлики, вот два. Один вообще маленький, а другой грамм 50, наверное. Отдай, да? Ах, ну удочка, ребята, удочка. Не для этой рыбалки. Хорошая поклевка. Фух. Да. Спиннинг не отыграл. Слишком жесткая снасть. Когда выходит солнышко, голавлики активизируются. И их вот видно как бы и по поклевкам,
и так видно визуально, даже без поляризационных очков. Ну да, досадный сход. Поклевка хорошая, с ударом. Так, ну что, время 10 минут третьего. Я поднялся снова вверх по течению, с того места практически откуда начинал рыбачить. И хочу сплавиться без остановок по правому берегу и все-таки попробовать разловить косодаковский воблер. Вот, если будут поклевки, там буду останавливаться. А так все, по правой стороне иду до машины. Ну что, разловился. Опа. И этот воблерочек разловился. Оп. Так. Не крупный, но хищник. Отпускаем. Все, убежал. Продолжаем дальше. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша рыбалка. Можно подводить красненький итог. Первоначальная задача поймать щуку выполнена. Щуку мы поймали. 3 штучки. Периодически переключался на головля, и это тоже дало свой результат. Было поймано несколько голавликов, один из них хороший. Ловил я сегодня на спиннинг фирмы Salmo Elite X Twitch MH с тестом 5,25 грамм. И катушка Fishmore, приобретенная на сайте AliExpress за 1030 рублей. Ну, пока не развалилась. Значит, рыбу мы сегодня поймали на воблеры Phantom 21 Grady Guts 111 SR. На первый же, ну, он уже на второй рыбалке, но первый раз сегодня увидел рыбу. Этот воблер первый раз на рыбалке, и мы его сегодня разловили. Это косодака Маскот XX110F. Поймал тоже небольшую щучку, очень хорошо. Воблер от фирмы Айко, Valor Minnow 75S. Поймал самую крупную щучку сегодня. Голавлика мы поймали сегодня на воблер Спрут. Он у меня появился в конце уже этого сезона. Неплохо работает, отлично. Но сегодня он пострадал, отломался один крючок на тройнике, но это мы заменим. И хотелось бы отметить вот этого красавца. Это воблер фирмы Strike Pro. На него была сегодня классная поклевка, но, к сожалению, произошел сход. Этот воблер в магазине увидела моя супруга. Ей очень понравилась расцветка, и она сказала, нужно брать. Вот такой вот жук. Будем надеяться, что в следующем году мы на него тоже хорошо отрыбачимся. Ну и на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья!